Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Давайте начнем с этой горы. Гора — это проблема, либо какая-то сложная ситуация. Я так понимаю, что это уже существует, и вы сейчас все силы бросьте на то, чтобы с этой горой справиться, чтобы ее как-то вот перейти, да, решить свою проблему. Если вы ни на что, ни на кого отвлекаться не будете и прям сфокусируетесь, вы очень быстро покорите эту вершину. Ваша ситуация разрешится, буквально там в течение нескольких часов, либо за сутки. Но если будете отвлекаться, то немножко все это затянется. Дальше здесь человек, который вопреки, либо наконец-таки сдержит свое слово. Может быть, этот человек вам много всего наобещал и ничего по факту не делал. Либо вы впервые с этим человеком столкнулись, сотрудничаете, общаетесь, и у вас сомнения, как человек исполнит, сдержит свое слово, либо подведет, ничего не сделает. Вижу, что человек не только сделает, но и перевыполнит, постарается прям для вас. Будет очень приятно, вы будете готовы просто вот обнять, расцеловать этого человека. Человек сделает вам хорошо, человек сделает приятно, не подведет, выполнит свою клятву, свое обещание, сдержит и еще и перевыполнит как-то немножко. Дальше с правой стороны у вас костер. Костер, который начинает разгораться все сильнее и сильнее. Очень похоже на страсть, очень похоже на любовь. Но и также может быть какое-то дело. Вижу, что кто-то старается и подкидывает бревна, поленья в этот костер. Вот. Но вы не против, вам это нравится, светит ярко, согревает. В принципе, такие приятные ощущения идут. Так, здесь у нас мужчина на огромном буйволе. Мужчина сильный, выносливый, но обладатель скверного характера. Либо иногда своим поведением делает вам нервы, назовем это так. С правой стороны. Возможно, впервые за долгое время этот человек сделает по-вашему. Именно так, как вы этого хотите, либо так, как вы этого просите. Уважит, он вас уважит. Тоже будет очень приятно, и какие-то шероховатости между вами, они сотрутся. Что-то вы ему простите, скажете, ладно, раз ты молодец, раз ты делаешь, по-моему, не грех тебя и простить. Видите, он неплохой человек, просто характер такой трудный, противный. Что поделаешь, бывает. И еще у кого-то на работе очень хорошие новости будут. Хорошие новости, либо повышение зарплаты, либо график работы будет меняться. Что-то хорошее. Вы прямо пойдете на работу и там порадуетесь от души. И вот хорошее настроение прям с вами надолго, может быть, даже на недельку задержится. На работе что-то хорошее происходит. У кого-то отыграется, что вы впервые выйдете на новое место работы, что вас приняли на новую работу, либо примут. А может быть, примут вашего близкого человека. И вы скажете, ой, как классно, мы теперь там вдвоем будем работать, больше денег будет. Либо втроем, может быть. Что-то хорошее происходит, вот именно связанное с работой. С левой стороны здесь какая-то оппозиция вам. Несколько человек, 2-3 против вас одной. Но им вас не победить, слишком мелкие эти люди. Мелкие и безвольные, что ли, трусливые.
Да, сколько бы там в оппозиции людей не было, вы все равно сильнее, вы все равно их победите. Да, конечно, будет неприятно, что люди становятся в оппозицию, но что поделаешь, дуракам закон не писан. Им точно обломится. Дальше. Какое-то неожиданное сообщение, которое вас может немножко даже напугать, заволновать, напугать. Сообщение. Но это какое-то сообщение, это нелепость, либо ошибка, либо спам, может быть, даже, да? Какое-то сообщение получите, скажете: о боже, что мне с этим делать, да? Что это? Как поступить? Такое легкое волнение у вас происходит. Мои хорошие, ну не надо так себя надрывать и всякие там непонятные вещи воспринимать за правду. Да? Вы сначала разберитесь, что это, а потом начинайте волноваться. Мне кажется, что это какая-то ошибка, то есть ошибочно отправлена, либо какой-то спам, какая-то, знаете, вот мошенническая типа уловка. Да, расчет на дурака. Но вы же не глупый человек. Да, просто немножко как-то разволнуйтесь. Дальше, мои хорошие. Приглашение, которого вы не ждете, и место, куда вы не хотите идти. Вот здесь придется вам подумать, как выйти из этой ситуации. Вас кто-то будет приглашать, может быть, на какое-то мероприятие, либо в какое-то учреждение, а вы туда идти не хотите. Будете сидеть и думать, как отказаться, да, как туда не пойти. Что такого предпринять, чтобы туда не идти. Так, еще кто себя плохо чувствует? Плохо чувствуете, приболели, ну, либо, в принципе, какое-то дурное состояние. Вижу, что вы потихонечку начинаете выходить. Плохо, конечно, что вы, ну, грубо говоря, постоянно в проблемах на ногах. Если бы вы больше отдыхали, если бы вы могли себе позволить просто вот в кровати поваляться, вы бы гораздо быстрее на поправку пошли. Но все равно вижу, что иммунитет у вас сильный, и вы начинаете выздоравливать. Уже полегче, уже попроще становится. Дальше. Женщина в красивой одежде, красивая, стройная, делает вам комплименты. Комплименты могут касаться и вашего внешнего вида, и вашей работы, вашего труда, и также, возможно, каких-то ваших суждений, размышлений. То есть вам женщина сделает очень хороший комплимент. Женщина сама по себе, ну вот, явно непростая, и вам будет как-то втройне приятней услышать от нее комплимент. Даже вот от мужчин, не от мужчины комплимент услышать, а именно от женщины. Женщина женщине делает комплимент, либо женщина мужчине сделает комплимент. Очень хороший, очень сильный, и вам очень понравится. Дальше. Кто-то ставит флаг на вашем поле. Кто-то готов вам сдаться, либо кто-то вам сдастся. Очень будет неожиданно и очень приятно, да, что человек все-таки сдается, принимает вашу сторону, либо принимает вашу позицию, прекращает борьбу, может быть, с вами, и сдается как бы на вашу милость. Вот вы человек добрый, рассудительный, и я думаю, что вы не будете там кичиться, не будете человека там унижать, наоборот, похвалите за логику, за действительно правильное решение. Да? Кто-то сдается. Дальше какой-то большой узел, и вам придется посидеть и поковырять этот узел. Да? Вы развязываете узел. Кто-то завязал этот узел, то есть кто-то создал проблему, либо учудил, а вы с этим разбираетесь, вы до ума доводите. Злиться будете, нервничать, да, потому что чужим делом занимаетесь. Либо человек вот учудил, действительно, в прямом смысле слова учудил, создал вам проблему на ровном месте. И вы потратите много времени на то, чтобы этот узел развязать. Несколько часов, либо даже несколько суток. Сложная работа, кропотливая, ювелирная, но вы с ней справитесь. И еще, мои хорошие, кто у меня работает сам на себя, особенно если вы работаете с людьми, здесь к вам очень хороший клиент идет. Либо целый день хорошие клиенты будут приходить. Такие вот добрые, открытые, ответственные, порядочные люди. Абсолютно не жадные и даже, так можно сказать, щедрые. Да? Здесь и платить будут столько, сколько скажете, и торговаться с вами не будут. Еще и чаевые будут хорошие оставлять. Прям тут вам очень понравится. Очень понравится, это вас замотивирует. И с удовольствием, да, вы с удовольствием дальше продолжаете работать, дальше продолжаете принимать людей. Да, возможно, даже будете задерживаться больше, чем обычно, но зато хорошая мотивация, вам за это хорошо платят. И еще ножницы. Ножницы обычно конфликтом показывают, но у вас ножницы перевернутые.
Либо конфликта не будет, либо конфликт прекратится. Опять же, с вашей стороны, вас этот конфликт задевал, либо для вас был неприятен. Может быть, вы никого не трогали, вас трогали. Ножницы перевернулись. Конфликтная ситуация исчерпала себя, либо конфликт прекратится. Все, его не будет. Может быть, вы себя сейчас подготавливаете, что придется с кем-то ругаться. Нет, не придется. Ножницы перевернулись. Дальше. Вижу, что будете заниматься с собой. Кто-то будет заниматься домашним уходом, а кто-то будет посещать, например, салоны красоты. Да, времени много на это тратите, но вы получаете результат, а не просто так время тратите. Вот. Если рядом есть мужчина с женщиной, то он будет возмущаться и говорит, что ты там по этим салонам ходишь, либо что ты там столько времени там в ванной проводишь. Вот вы его не слушаете, он просто вам завидует, либо ревнует, да, что вы не с ним, не ему время уделяете, уделяете время себе. Вот. Ну, такая, знаете, ревность небольшая идет. Так, а здесь я вижу, что вам удастся кого-то уговорить, сделать так, как вам хорошо, как вам выгодно. Грубо говоря, вы этого человека нагнули. Нагнули, уговорили. Это будет нелегко, но у вас получится. У вас действительно очень такие конкретные аргументы, и вы умеете быть убедительной, либо убедительным. Главное, чтобы вы не боялись и верили в то, что вы делаете. Вот если не боитесь и верите, то у вас гораздо быстрее получится человека уговорить, уломать, чем если будете в себе сомневаться. Конечно, человек не с распростертыми объятиями сразу пойдет вам на уступки, но чем больше вы говорите, тем ниже наклоняется перед вами этот человек. Да, вы мастер слова. Либо должны именно вот подбирать конкретные слова, чтобы быть максимально убедительным. Дальше галочку. Где-то вы галочку, такая отметка, что все сделано, либо готово, случилось. В чем-то ставите, либо где-то ставите галочку. Собой очень довольны будете. Ну, что-то случится, решится, сложится, галочку поставите. Да? Одной проблемой, либо одним делом меньше. Так, акула уходит глубоко на дно, заляжет на дно. Но акула – это опасный человек, конкурент, конкурентка, соперник, соперница, заляжет на дно. То есть в ближайшие несколько дней вы этого человека не увидите, не услышите. То ли там какие-то обстоятельства, то ли это осознанный шаг, человек заляжет на дно. То есть не видно, не слышно, как пропадет с ваших радаров. Вам, кстати, это будет приятно. Меньше напряжения, меньше мыслей в голове, меньше волнения идет. Да, акула опускается на дно. Дальше здесь мужчина с мужественным поступком. Поступок, которого вы уже от него не ждали. Либо, в принципе, были уверены, что он не способен на такие поступки. А вот он возьмет и сделает. А он возьмет и вас удивит. Он в руках что-то держит. И в торжественной какой-то обстановке вам это отдает, презентует. Ну, либо рассказывает, да, о каких-то своих действиях, поступках. Если честно, на вас это произведет неизгладимое впечатление. И у вас даже от радости немножко закружится голова. То есть мужчина действительно выложился, действительно постарался и действительно что-то вот по-мужски сделал. Да? Либо выбор он сделал, либо определился, либо, может быть, на что-то решился. Здесь действительно какой-то мужской поступок, но не дать не взять, молодец. И еще у кого-то отыграется, что мужчина перестанет слушать какую-то женщину и начнет прислушиваться к вам. Вы прям почувствуете, что вы имеете на него влияние. Вот. Влияние. Ваше влияние распространилось на него. Какую-то женщину он не воспринимает, не слушает, он от нее отвернулся, он к ней глух просто стал, ушки заросли, но при этом он с радостью смотрит на вас и вслушивается в каждое ваше слово. Он вам верит, он вам доверяет и рад вас слушать. Да? Вот вы говорите, и он это все прям впитывает в себя. Приятные ощущения, прям на кончиках пальцев приятные ощущения идут. Мост с каким-то неожиданным человеком. Но здесь либо какое-то случайное знакомство, либо какое-то случайное и знакомство, и сотрудничество. Человек здесь как наобум, понимаете, довериться судьбе. И вы знаете, мост очень крепкий. И то, что начнется случайно, либо произойдет случайно, у него очень хорошие и долгие последствия. Приятные, хорошие и долгие последствия. Если вы случайно с кем-то познакомитесь, либо вам случайно кому-то придется обратиться, либо к вам кто-то случайно обратится. Вот, вижу, что это еще и в долгую будет, и обоюдно приятно, да?
взаимоприятно идет. Здесь как судьба хороших людей вместе сводит. Так, а здесь кто-то слезы льет, но слезы эти пустые. Состояние несчастного, но человек сам по себе не несчастен. Желание вас разжалобить, желание через жалость к себе добиться своего. Мои хорошие, тут крокодильи слезы. Понимаете, они не настоящие. Кто-то в вашем присутствии может разрыдаться, либо там сокрушаться, что я такой бедный несчастный, там, я инвалид, ножка болит, все у меня плохо. Да? Вот какой-то такой момент. Вам надо быть пожестче и менее впечатлительным человеком. Иначе вы проблемы этого плакальщика, плакальщицы на себя повесите. Человеку очень важно вас разжалобить. Здесь такие будут изощренные попытки добиться своего. Здесь, как знаете, эти мыльные оперы отдыхают. Вот, жалость. Тут может свой человек, но кто-то из родни там расплакаться, что у меня там ничего нету, я там несчастный, больной, одинокий. Да? Желание вами воспользоваться, желание, чтобы вы для этого человека что-то сделали, либо что-то проблематичное на себя взяли. Ну и также на работе коллега может расплакаться, сказать, вот, у меня там дети болеют, еще что-то происходит, там поработай за меня, либо выполни работу за меня, выйди за меня. Да, в таком ключе. Если вы будете мягки, то вы себе, ну не проблемы, но как дополнительную работу заработаете, дополнительную головную боль. Вот, поэтому, пожалуйста, не станьте жертвой плакальщика либо плакальщицы. Это слезы пустые, они не настоящие. Здесь человек плачет, потому что он хитрый. Хитрый и знает, что у вас сердце доброе, что вас можно разжалобить. Так, у кого есть домашние животные? Здесь показано, что что-то нужно прятать от домашних животных. Что-то могут вот как есть, грызть, есть, я не знаю, корм, да, найти корм и съесть больше, чем надо, потом плохо себя чувствовать, еще и грязь везде, да, устроить. Могут какие-то провода погрызть, что-то могут есть, грызть. И нужно прятать, вот говорят, прячь, особенно если вы надолго уходите, особенно если животное остается одно. Что-то нужно спрятать. И даже если ваше животное ранее не было замечено в том, что там поедает провода, то это не значит, что этого не будет. То есть здесь за животными нужно следить и, опять же, создавать приятную среду, да, убирать то, что может спровоцировать животное на вот такие вот поступки, грубо говоря. Понятно, что животные себе отчета не отдают, и все в руках хозяина. Да? Чем мудрее хозяин, тем здоровее у него животное. Так, еще. Здесь два разных мужчины, которые себя по-разному проявляют. Один как аист, такой прям робкий, нерешительный. Либо хочет, чтобы его добивались, там окружили любовью, вниманием. И второй это как чайка, очень такой наглый, активный, деятельный, да, вокруг вас там маневры заходят справа-слева, да, покоя вам не дает. Такое разное поведение таких двух разных мужчин. Но вы сами тут определяете, что вам более приятно, что вы предпочитаете: добиваться мужчину, либо пусть мужчина меня добивается. Два абсолютно разных человека. Вот, то ли выбор между двух мужчин, то ли вы окажетесь в обществе этих двух мужчин. Такое, знаете, интересное времяпрепровождение. Если смотрит меня женщина, то два мужчины, разных мужчины. А если смотрит меня мужчина, то две женщины. То есть одну нужно добиваться, а вторая, наоборот, вас добивается. Да, такое странное состояние. И все это как-то под одной крышей происходит, да, в одном каком-то помещении. Так, еще вижу вас, вы деньги получаете. Причем получаете с каким-то трудом даже, либо с задержкой. И так может отыграться. Но все равно получаете, все равно приятно. Там какой-то виток идет, либо какая-то задержка произойдет. Да? Не в тот день, не в тот час, как вам обещали. Либо придется еще что-то сделать, чтобы эти деньги получить. В какой-то веке мужчина женщину действительно порадует, и женщина прям и благодарна своему мужчине, и рада, что именно этот человек рядом с ней. Но что-то хорошее произойдет. Дальше Божья коровка в самом венце. Она небольшая, но она вам дорогу открывает. Божья коровка — это вообще удача и везение.
хоть и маленькая, но дорогу вам открывает. Где-то вам повезет в какой-то дороге, в каком-то пути, либо в достижении желаемой дороги, желаемого пути. Тут вам удача будет сопутствовать, и то, чего вы хотели, то, о чем мечтали, вам откроется. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.